Когда празднуют музеи? Где прошел ледовый бал и встречались следопыты? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». – 18 мая во всем мире празднуется Международный день музеев. Этот праздник преследует цель не просто отметить неустанную работу музейных работников, но и заострить внимание общества на проблемах сохранности ценностей. А ценностей на территории нашей республики много. Взять хотя бы мемориальный дом-музей Сергея Тимофеевича Аксакова, который находится в городе Уфе на углу улиц Салавата и Зайнулы Расулева. В этом доме прошло раннее детство Сергея Аксакова. В 1991 году, объявленном по инициативе ЮНЕСКО годом Аксакова, к 200-летию со дня рождения писателя была открыта экспозиция музея. Когда-то Марина Ивановна Цветаева сказала, что старинные часы отбивают капельки времени. И действительно, музей – это хранитель вот этих капелек времени. И самое интересное – побывать в музее тогда, когда здесь никого нет, и как будто оживает история. В нашем мемориальном доме музея Аксакова мы всегда говорим о необыкновенной истории жизни Сергея Тимофеевича Аксакова. Он родился в городе Уфе, прожил очень интересную жизнь. Детские годы прошли в этом доме, в котором сохранились сейчас и восстановлены мемориальные комнаты, анфилада парадных комнат. Здесь прошли его детские годы, так замечательно описанные им в детских годах Багрова внука. Он вырос, служил в Москве, создал необыкновенную семью, в которой 4 его сына стали знаменитыми и прославили фамилию Аксаковых на всю Россию. И теперь мы говорим о том, что семья Аксаковых – это одно из достижений русской культуры, это наше великое наследие. Здесь когда-то Мария Николаевна, его маменька, молилась русскому святому Сергию Радонежскому, самой первой нашей Сергиевской церкви, которая была там, где сейчас нынешняя Сергиевская церковь, но тогда она была деревянной. Это был конец XVIII века. Молилась она Сергию Радонежскому, чтобы он послал ей сына, продолжателя старинного дворянского аксаковского рода. И родился мальчик, долгожданный, любимый всеми, и назвали его Сергием. Удивительно, что покровительство Сергия Радонежского прошло над семьей Аксаковых всю жизнь. Ведь закончил свои годы Сергей Тимофеевич недалеко от Троицы Сергиевой Лавры. Их имение Абрамцевых находится недалеко от Ходькова, и их главный храм был как раз в Троице. Его семья, Ольга Семеновна, его жена, переписывалась со знаменитым Филаретом. Это была очень набожная, очень православная семья. Что интересно, именно в Троице-Сергиевой Лавре нашел свое последнее прибежище его сын Иван Сергеевич Аксаков, знаменитый общественный деятель, пламенный публицист. И это редкий случай, когда не церковного человека, светского человека хоронят за алтарем знаменитого собора в Троице-Сергиевой Лавре. Именно там находится его могила. Музей можно разделить на мемориальную и литературную части. Мемориальная часть занимает 7 комнат, а литературная – 2 комнаты и гостиную. В литературной части музея идет разговор о том, как маленький Сережа стал писателем Сергеем Тимофеевичем Аксаковым. Здесь представлены годы учебы в Казанском университете. Студенты Казанского университета, а Сергей Тимофеевич Аксаков был первым студентом Казанского университета, именно при нем гимназия Казанская была преобразована в университет, увлекались очень многим. Они рисовали вот такие самодельные журнальчики и издавали их, и каждый месяц раздавали своим друзьям. Но больше всего студенты любили театр. Они настолько его любили, особенно Сережа Аксаков, который с детства читал нараспев стихи своим гостям, что им не хватало того, что
что они играли на сцене. И им очень хотелось сделать и дома, показывать своим братьям и сестрам спектакли. И вот тогда они придумали сделать домашний, настольный, механический театр. Мы воссоздали такой театр, старинный, с механическими действиями, открытие занавеса, движением актеров. В этом театре менялись декорации. И сейчас, чтобы показать, какие возможно сделать декорации, я поменяю задник, и вы посмотрите, что действие может происходить и на природе. Такой механический театрик был просто игрушкой, но очень забавной, которая увлекала молодых мальчиков, ведь все делалось своими руками. И очень хочется, чтобы современные дети тоже увлеклись такими настольными игрушками. Музейный фонд насчитывает около 3000 единиц хранения. Пасха – один из самых любимых народных праздников. Это великий праздник, к которому готовятся и взрослые, и дети. Великий праздник, который своим настроением дарит нам новые надежды, новые впечатления. И, конечно, традиционно наш музей каждый год готовит свою выставку к этому празднику. На ней мы представляем не только старинные дореволюционные открытки, но и предметы, которыми украшали праздничный стол, традиционные ритуальные предметы, которые для этого использовались. Сегодня мне бы хотелось на нашей выставке вам рассказать о том, как праздновали, и здесь на выставке представлены отрывки из воспоминаний, как праздновали Пасху в Уфе старые уфимцы. И здесь отрывки, конечно, в первую очередь это книги Сергея Тимофеевича Аксакова. Он описывает о том, как маменька красила яйца на Пасху, как она выдумывала, чем их окрасить, кроме традиционных красок. Она использовала, здесь у нас есть как раз этот отрывочек, она использовала шамаханский шелк. И что самое удивительное, мы хорошо знаем, что маменька Сергея Тимофеевича была очень образованной женщиной, и знаем, насколько она была выдумщицей большой. Но впервые тут Аксаков пишет о том, что она еще была и хорошей рисовальщицей, потому что она сама ножичком выскрябывала на яйцах такие узоры замысловатые, целые картины и фразы «Христос воскресе». Ну и, конечно, наш великий знаменитый земляк Нестеров тоже оставил воспоминания о том, как праздновали Пасху в Уфе, о том, насколько красивое это было действие, насколько интересно, как он пишет, что праздничный стол накануне праздника раздвигался чуть ли не во всю залу, а мы знаем, что традиционно на праздничном пасхальном столе должно было присутствовать 12 смены блюд, то есть 12 разных наименований блюд, и кроме того, что к этому столу предназначались и особые пасхальные украшения. То есть такие абницы, масленки, или там, например, обычно был такой целый специальный сервиз пасхальный, где были баклажаны, тыквы, помидоры в виде вазочек. И все это закрывалось крышечками, туда готовились, как пишет сам Нестеров, сколько угощений было на столе. Среди них разукрашенная окорока, дичь, паштет, разные грибы, сыры, рыбы, икра и прочее. Но о том, какой обильный и сытный был праздничный пасхальный стол, есть еще воспоминания упоминания в уфимских ведомостях. Я позволю себе зачитать, настолько это интересно. То есть уфимцев предупреждают, что в магазин провизора «Дворжица» к празднику Светлой Пасхи получены ваниль отборная бурбонская, шафран лучший французский, розовое масло настоящее болгарское, лимонное масло мессинское. То есть посмотрите, какая география продуктов, то есть это все было натуральное. Миндаль, корица, мак, ванильный сахар и другие пряности для куличей и Пасхи. Краска для яиц разнообразных, замечательных ярких цветов. Абсолютно чисто натуральное оливковое масло, деревянное масло, прованское масло. Сегодня просто удивительно, что все это было так доступно уфимцев в то время. Но кроме этого, сейчас пойдут блюда, которые обязательно были на праздничном столе. В магазине братьев Степановых
Малиновых на Казанской улице поступили дунайские маринованные заливные сельди, балык белужий, белорыбица, тешки, сыр Рокфеллер, швейцарский и кавказский, лучшая окорока, медицинское вино вермут и железистая малага и такайская. Вот сразу можно представить, каким ярким был этот праздник. Ну, а о том, как сама проходила пасхальная ночь, мы знаем из воспоминаний Четверякова. Он пишет о том, насколько были украшены все храмы, какая иллюминация была вокруг храмов, какое было торжественное это пасхальное шествие. И что самое интересное, и об этом мы знаем даже и в книгах Сергея Тимофеевича Аксакова, что запоминалось всем, кто в праздник Пасхи отмечал в городах или в селах, это пасхальный колокольный звон. Потому что именно в этот праздник разрешалось всем желающим подняться на колокольню и в течение всего дня воскресного звонить во все колокола. И вот как раз Четверяков вспоминает, что и тут все 27 церквей поднимали многоголосый, целодневный, особенный напевный звон во все колокола. И как мне жаль людей, которые никогда не слыхали этой ни на что другой не похожей изумительной музыки, потрясающей все существо. Такие вот маленькие отрывочки, если посмотреть и прочитать их все внимательно, то действительно оставляют у посетителей нашего музея полное представление о том, какой была Пасха в Уфе. Среди представленных экспонатов можно также вот отметить, например, украшением стола были вот такие вот курочки. Ну, а что такое символ Пасхи – яйцо? Наверное, все хорошо знают, что основной цвет пасхальный был, конечно, красный, потому что это связано с той легендой, откуда пошло вообще пасхальное лицо. По этой легенде первая ученица Христа Мария Магдалина пришла к императору Тиберию сказать ему, что Христос воскрес, и подарить ему белое яйцо. И он в ответ сказал, что не верю, не могу поверить, что живой человек мог воскреснуть. Вот пока это яйцо не станет красным. И в его руках оно моментально покраснело. Вот отсюда этот символ красного яйца. Конечно, потом эти яйца стали украшаться. У нас здесь представлены украинские писанки. Это целая традиция такая, украшение яиц. У нас вот есть яйцо императорского фарфорового завода в нашей коллекции. Это авторские яйца известной уфимской скульптора Марины Нелюбиной. И еще очень драгоценные для нас пасхальные яйца из семьи новомученика уфимского Евграфа Еварестова. Многие вещи из его семьи нам передала его внучка Наталья Александровна Латышева. И вот среди них вот эти замечательные, красивые пасхальные яйца из полудрагоценных камней из селенита. Ну, хрустальные яйца старинные. И не могу не отметить вот такую замечательную работу, которая, значит, такие яйца делаются у нас в Дмитровском храме нашего Аксаковского культурного центра в селе Надеждино. Среди старинных предметов, которых обязательно были при подготовке к празднику, это, конечно, и самодельные открытки, не только красили яйца, но и делали подарки. И пасхальные подарки – это тоже целая традиция. У нас вот есть такая интересная игрушка, детская самодельная игрушка, которая просто поражает своей тонкостью работы и кропотливостью. Вообще, надо сказать, что Пасха – это так же, как Новый год, это такой семейный праздник. И готовились к нему всей семьей. И наверняка дети вместе со взрослыми делали вот такие пасхальные украшения. Кроме традиционной православной традиции пасхальной, у нас представлены, например, вот западная традиция в виде вот этого шоколадного зайца. Надо сказать, что в Германии одним из главных атрибутов пасхального праздника был пасхальный заяц. И он у них тоже во всех видах изображен. И обязательно такая лукошка, маленькая корзиночка, куда прятали яйца. У нас вот почему-то этой традиции нет, а в Германии яйца прячут в каких-то местах, и дети, и как будто вот этот пасхальный заяц прячет детям эти яйца, и они их потом утром находят в каких-то своих местах. Ну и, конечно, самое интересное – это открытки, которые до революции выпускались сериями пасхальные. Кроме того, даже вот такие вот наклеечки для детей, маленькие пасхальные, которые тоже выпускались сериями, и так как у нас и сейчас это бывает, отдельно такие наклеечки раскладывались в коробки для конфет. То есть тем самым подвигая как бы тех, кто собирает
собирает коллекцию, покупать как можно больше этой продукции. Деревянная игрушка – это из серии деревянных игрушек и вообще украшений, которые разрабатывались в абрамцевских мастерских. Княгиня Тенишева, которая организовала эти мастерские, и художник Билибин, они восстанавливали древнерусскую традицию рисунка и делали тоже вот такие вот деревянные поделки в русском стиле. Что интересно еще у нас на выставке представлено, это ритуальные такие предметы, которые необходимы для изготовления ритуальной же еды, да, пасхальной. Это вот эти пасхи деревянные. У нас есть не только такая большая, но и вот такая вот маленькая пасха. Для того, чтобы сделать это блюдо десертное из творога, оно обязательно должно быть в виде пирамиды. И каждая сторона пирамиды имела свои как бы обозначения. Вот здесь есть яйцо, крест, лестница, по которой человек поднимается на небо. Ну и, видите, чаши и Евангелие. Даже сейчас у нас, как бы есть тоже такие пасхи, делают их там пластмассовыми, но вот таких подробных элементов пасхального, как бы, православного обряда не представлено. То есть настолько по этим вот элементам можно судить, насколько сильной, насколько глубокой была вера людей вот до революции, насколько это было впитано в их жизнь и составляло их жизнь. Не просто какой-то праздник отдельный, а это был смыслом их жизни, и этот праздник был вершиной их существования, поэтому возрождение, Пасха, воскресение Христа – это как воскресение каждого человека к новой жизни. На нашей выставке, кроме как бы основной пасхальной темы, и потому как это все-таки привязка к именно Пасхе в Уфе, представлены виды старинных уфимских соборов, которые, к сожалению, не сохранились. Это кафедральный собор и церковь Иоанна Предтеченская, которая была на Ивановском кладбище, там, где сейчас у нас завод «Гидравлика» и парк. Надо сказать, что сам собор, вот по воспоминаниям Четверякова, во время Пасхи весь светился огнями, и его колокольня и вот этот огромный барабан как бы тем самым символизировали саму, значит, кулич и Пасху, то есть высокая колокольня, а этот барабан как бы символизировал кулич. Я думаю, что эта выставка будет очень интересна и познавательна для наших уфимцев, и надо сказать, что у нас в музее к каждому интересному празднику готовятся такие хотя бы маленькие мини-выставки, ну и, конечно, у нас постоянно действует выставочный зал с представленными там выставками наших уфимских, башкирских художников, и мы ждем вас в гости. Дом-музей Сергея Тимофеевича Аксакова отражает историю, быт и культуру Уфы XVIII века. Собранные в музее экспонаты воссоздают особенности уклада жизни города. В середине мая по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона в городе Уфе прошли курсы повышения квалификации инструкторов Братства православных следопытов. В мероприятии приняли участие 14 делегаций из разных регионов России. Послушали лекции Елены Тягелевой, скаут-мастера, которая научила нас скаутскому методу. Как-то написал Баден-Пауэлл в чистом виде. Мы хотели узнать, как все-таки на самом деле работает скаутский метод. И сейчас мы попробуем это обсудить, как мы это будем применять на практике. Поскольку мы собрались для того, чтобы понять, как правильно и дальше работать с подростками в церкви, как привлекать подростков в церковь, и при этом, чтобы им было интересно, чтобы можно было с ними ходить в походы и при этом говорить о Боге, о родине, о том, как строить жизнь свою при церкви. Твердишь уста моя возвестят хвалу Твою, аще бы восхотелось жертвы, дал бы хубу все сожжения, не благоволившей жертвы Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит. В завершении мероприятия по благословению епископа Бирского и Белорецкого Спиридона была отслужена миссионерская литургия в рамках проведения курсов повышения квалификации для священников и педагогов Братства православных следопытов.
Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Местом проведения совместного богослужения стала каноническая территория Бирской епархии, деревня Шипово Иглинского района, где в скором будущем предполагается строительство нового храма. Для совершения богослужения был назначен благочинный Иглинского района иерей Константин Зырянов. На прошлой неделе в Ледовом дворце Сапсан-Арена города Кумертау состоялся второй епархиальный ежегодный молодежный ледовый бал, в котором приняли участие воспитанники воскресных школ и молодежных организаций Салаватской епархии и города Кумертау – Мелиус, Салават и Ишимбай. Окунуться в праздничную атмосферу прошлого, почувствовать себя придворной дамой или галантным кавалером, закружиться в вальсе – все это стало возможным для 120 участников мероприятия. Отрадно видеть, что в Башкирии развивается молодежная работа. Благодарю владыку, благодарю всех организаторов за большой вклад в молодежную работу, за возможность встретиться с молодежью. Вот уже второй раз я приезжаю в Башкирию, неизменно отмечаю высокий уровень организаторской подготовки и большую радость от встречи и общения с молодежью, которая очень интересная, творческая, интересующаяся, настоящая и живая. Прекрасная атмосфера, создаваемая мелодией вальса, красивыми нарядами и учтивым поведением, создала на балу особое настроение. Очень понравился ледовый бал. Мы очень много репетировали, старались, ездили, пропускали школу. Мы танцевали 3 танца – польку, полонез и вальс. Полька у нас больше всего получилась. Куда в сказку попал, то есть все так сказочно было, то есть красивые движения, все в красивых нарядах. Девушки были прекрасны, разные прически, разноцветные платья. Но мне очень понравилось. Между традиционными танцами бала с показательными выступлениями выступили приглашенные фигуристы школы Олимпийского резерва города Оренбурга. Дорогие участники, я думаю, что вы присоединитесь, и я хотел бы в первую очередь поблагодарить главу администрации городского округа города Кумертау, настоящего Бориса Владимировича, за возможность проведения здесь 4-го епархиального ежегодного молодежного ледового бала. Также хотел бы поблагодарить организаторов за высокую организацию этого мероприятия. Хотел бы также поблагодарить зрителей, гостей и жителей города Кумертау за то, что вы посетили это наше совместное с администрацией мероприятие. Также епископ Салаватский и Кумертауский Николай наградил участников в номинациях «Галантный кавалер», «Мисс Элегантность» и определил лучшую пару прекрасного вечера.